Сегодня мне хочется прежде всего начать с того, что он писал на языке балкарском, и мне хочется, поскольку сидит здесь его старший брат, в честь его прочитать несколько строк, посвященные Кайсыну Кулиеву, строчки. Мақтауға сатмаз үшін мал-қарны бір шұңрын, халық біргесіне ішкен аны ачы қодырын. Сен қачан артқа тұрдың, халыққа тиер таяқтан, халық ішкенде сен де іштің, от қойылған аяқтан. Өлір отқа хорлатмай, төздің кеткен шачысы, анам болдың дүнияда, халқымы жер басшысы. Один из удивительных людей нашей страны, потрясающей силы поэт, Кайсын Кулиев жил среди нас. Любил эту землю, эти горы, камни и реки, а больше всего людей. Он повседневно удивлял и потрясал нас своей мудростью, прозорливостью и добротой. У него была такая волшебная сила врачевать человеческую боль, дарить людям радость и силу. Живя почти всю сознательную жизнь рядом с ним, умея уже оценить человеческие недостатки и достоинства, я все больше и больше восхищалась его умением очаровывать людей. Он считал своим долгом каждому человеку сказать доброе слово. Он жил и работал для того, чтобы людям приносить радость, делать добро. Он всегда дарил всем тем, кто был с ним рядом, свет и тепло. С его появлением все оживлялось, в душах светлело, всех он объединял, прививал друг к другу любовь и уважение. Мне приходилось видеть Кайсына в разных ситуациях. Я видела его, когда он ликовал, как ребенок, бывал нежным, добрым, рыдающим и возмущенным. Но при всех обстоятельствах он никогда не терял своего человеческого достоинства. Он мог рыдать в телефонную трубку и говорить: «Ты знаешь, почему я плачу? Умер тот-то, давай поплачем». Он мог позвонить среди ночи кому-нибудь из нас и ликующим голосом сказать: «Ты слышишь, какие стихи, какая сила, какое счастье, что я их читаю на моем языке». У него хватало мужества, таланта и щедрости на все это. Меня всегда удивляло его умение говорить людям то, что им нравится, то, что им надо. Он был счастливым человеком, он умел радоваться, прощать обидчикам обиду, талантливым талант. В нем был всегда такой юношеский задор, такое человеческое обаяние, которое рождает в душах радость. И в самые трудные для него часы и дни он находил в себе силы выжить, выстоять, преодолеть горе. А преодоление горя – это подвиг человека и долг поэта. Кайсын Кулиев – поэт и солдат, чудом вышедший из огня войны живым, спешил домой услышать родную речь, увидеть родные лица. Мы, живущие сегодня на этой земле,
его друзья, ученики, его народ благодарны ему за это. Пусть наши горы мир благодарит за одного великого поэта.